Z-Mobile не узнавали. Это просто была какой-то авантюра Билайна перенять компанию. Очень большая потеря была по части доли рынка. Вы в Таджикистане эту услугу запустили первыми. Услуги 5G. Вот такой вот мультик мы сейчас нашли. Давайте попробуем его скачать. Скачалось за сколько? Секунд за 11-12? Вопрос денег. У нас нет населения столько в стране. Это чисто ошибка менеджмента, я признаю. Нет худа без добра. У нас есть около 1 миллиона абонентов. Нужно будет очень сильно вкладываться. Бизнес зарабатывает, и бизнес должен делиться. Друзья, мы находимся на главном проспекте нашего города Душанбе, проспект Рудаки. И именно здесь одними из первых стали устанавливать 5G вышки компания Z-Mobile. И сегодня я буду общаться с человеком, который расскажет об этом все. Это коммерческий директор компании Z-Mobile Ориф Хашимов. Ориф, здравствуйте. Добрый день. Давайте, наверное, начнем с того, что же такое 5G, потому что все мы про него слышали, многие даже видят в этом какую-то теорию заговора. Что же такое стандарт 5G? Это большие скорости, это меньшие задержки, это большая надежность. Почему именно большая надежность? Вот тут уже, скажем так, самый такой критический момент. Мобильный оператор должен вкладывать очень крупные инвестиции для того, чтобы построить такую сеть, которая будет передавать большие данные. Давайте вот буквально сейчас посмотрим на примере, как все это что из себя это представляет. Да, сейчас. Это вот в реальном режиме на практике вот такую скорость мы можем достигнуть. Что это значит для простых людей, которые не связаны с телекоммуникациями? Тоже можно просто подойти. Давайте я предлагаю вам скачать фильм, который весит где-то гигабайт. Мы можем ее скачать буквально за минуту. Вы можете вот попробовать. Так, сейчас мы откроем браузер. Да. Угу. Так, ну давайте, например, я очень люблю мультик «Зверополис», давайте попробуем его скачать. Пожалуйста. Мы ни в коем случае не призываем вас к пиратству, мы просто тестируем сеть 5G. 474 мегабайта есть вот такой вот мультик мы сейчас нашли, давайте попробуем его скачать. Спокойно. Так, загрузить. Ни хрена себе. Ну, полгига примерно. Итак, 498 мегабайт, друзья, скачалось за сколько? Я думаю, секунд за 11-12. Отличное преимущество 5G, но, Ориф, это все, конечно, замечательно, но ведь у населения, скажем так, города Душанбе, я не беру весь Таджикистан, может быть, у процентов 5, а то и, может быть, 10 есть гаджеты, которые поддерживают этот стандарт связи. Не удобнее ли было вкладывать больше денег в развитие 4G, нежели, скажем так, перепрыгивать на сразу 5G? Смотрите, 4G мы развиваем однозначно. Почему? Потому что еще некоторое время он будет актуальным. И мы вкладываем, и развиваем. Чуть позже я могу в деталях сказать, что именно было сделано по части 4G. По 5G. Мы сейчас находимся по центральному авеню, проспекту Рудаки. Соответственно, для тестов мы реализовали, чтобы понять, что из себя представляет 5G в реальности, в режиме реальности, а не в лабораторных условиях или не из журнала производителей, мы хотели протестировать. Мы установили несколько 5G базовых станций, это начиная от Таджик-Матлубота, заканчивая до международного аэропорта города Душанбе. Да, весь Рудаки и до аэропорта города Душанбе. И плюс мы охватили Бархтожик. Для чего? Это, если вы видите, что локация разная, мы хотим понять, как все это будет работать. На сегодняшний день мы сейчас тут показали, что больше гига мы сможем достигнуть скорости в реальности. Но, смотрите, там есть несколько ограничений, для того, чтобы громко заявить, да, мы можем предоставлять полноценные услуги 5G. Я сказал, что где мы сейчас дали покрытие.
Другие игроки на рынке, кто-то говорил, что они были первыми, кто-то говорил, что они настоящие. Мы заявляли, что мы полноценные. Почему полноценные заявляли? Потому что вся вот этот сервис, который 5G, предоставляется на одной платформе. То есть мы смогли избежать поднятия трансграничного линка. У нас есть коммутатор 5G. Насколько я понимаю, на сегодняшний день это пока уникально в Таджикистане у Z-Mobile. Мы установили 5G коммутатор, который полностью коммутирует вот эту сеть. На ваш вопрос, можем ли мы сейчас предоставить полностью эту услугу для всего населения? Тут есть пока ограничения, но это временное ограничение. На мой взгляд, что со следующего года тема будет актуальна. Оператор уже сделает большой шаг. Скорее всего, это будем фокусировать на города. Это Душанбе, Бухтар, Хаджент. И, соответственно, будем идти за пределы города. Параллельно мы будем, конечно, развивать 4G. Еще один фактор, который нас сдерживает, что некоторые производители трубок мобильных телефонов, они пока ограничивают нас в предоставлении этих сервисов. Почему? Потому что они хотят, чтобы полностью город был покрыт, и затем уже дать доступ. Это имеет под собой основу. Почему? Потому что если абонент, находясь в сети 5G, он переходит на другую сеть, соответственно, тут скорость меняется, и, может быть, это отразится на имидже того или иного производителя. Но вопрос предоставления 5G для всех абонентов – это вопрос времени. Буквально в ближайшие пару лет это будет обычной темой, которой мало кто будет обращать внимание, но будет пользу получать. Давайте представим, через пару лет мы покрыли весь город стандартом 5G. Люди пока не могут себе позволить гаджет с поддержкой 5G. Что вы будете дальше делать с этими базовыми станциями? Их же нужно содержать, но они у вас никак не используются. То есть нет ли вот этого риска? У нас нет такого большого опасения, что гаджеты будут стоить дорого. Сегодня вы можете посмотреть некоторые бренды абсолютно доступные. Те, которые нужны 5G-сеть, они, конечно, найдут способ, как приобрести телефоны. Да, даже на сегодняшний день где-то в порядке 40-45% населения не пользуются смартфонами. Вы сейчас говорите, как будет с 5G. Да, это я сказал, это эволюция. Революционного подхода здесь абсолютно неуместно. Почему? Потому что, я еще раз повторюсь, это большие инвестиции, колоссальные инвестиции. Каждый оператор, скажем так, по отдельности, может быть, не сможет осилить. Вот на сегодняшний день я могу сказать, что мы уже начали копироваться с другими нашими коллегами из других компаний. Почему? Потому что у нас есть то, что пока у них не хватает, мы с удовольствием мы предоставляем. Это коммутатор. Вот то, что все это данные обрабатывает и передает. То есть в этом смысле вы впереди. Да. Хорошо. Ориф, вы сказали, что сейчас сетью 5G покрыта центральная улица до аэропорта от Таджик-Матлубота. То есть, условно говоря, я сейчас сажусь здесь в автобус и начинаю скачивать, еду в аэропорт. Я начинаю скачивать на протяжении всего этого пути, и у меня абсолютно никаких проблем с 5G не возникает. Никаких проблем, начиная от Таджик-Матлубота, заканчивая до аэропорта города Душанбе, вы можете пользоваться услугами 5G, если ваш телефон поддерживает. Ну и еще, пожалуй, главный вопрос, который волнует умы целого поколения, как я думаю. 5G, он вреден для здоровья? Он опасен? Много слухов, но нет подтвержденных фактов. Но есть очевидно один факт, что 5G это помимо того, что передача больших данных, но это вопрос экономики. Наши соседние страны, они развивают 5G-сеть. Это о чем говорит? Это говорит о том, что они будут обмениваться большими данными. Если у нас тоже не будет такая сеть, которая может позволить нам передавать большие объемы данных, соответственно, экономически мы можем оказаться не на том уровне, не на конкурентоспособном уровне. Соответственно, тут есть множество факторов, которые нас побуждают к тому, чтобы мы двигались вперед в сторону 5G. Это не мистика. Поверьте мне, через некоторое время это абсолютно будет реальность. И если мы сегодня много акцентируем на 5G, дай бог, через буквально пару лет этот вопрос будет таким же обычным, как и 4G, который на сегодняшний день. Ориф, вы 2 года назад получили в наследство Билайн Z-Mobile, и очевидно, что работа была проделана очень огромная, судя по тому, что только что мы видели, в частности 5G. Но давайте все-таки вернемся вот на 2 года раньше. Какой вы получили компанию? Какая она была? Мы до этого момента по другим каналам доносили информацию о деятельности компании Z нашим абонентам и тем людям, которым это было интересно. Но в деталях, конечно, мы это не раскрывали. Вот сегодняшняя наша беседа, я думаю, что
нам даст такую возможность, чтобы в деталях, подробности рассказать, что было, что есть и куда мы идем. В 2019 году Билайн ушел из рынка Таджикистана и пришел юридически. Таком остался, но бренд поменялся на Z-Mobile. Билайн достаточно сильно развили сеть. Сеть 2G и 3G они развили, но тут один вопрос. В 2019 году компания оказалась в кризисе. Дна этого кризиса мы прощупали уже в середине 2020 года, как раз в момент пандемии. Начиная с июля месяца 2020 года компания начала расти. И по сей день мы уже можем сказать, что мы стабилизировали ситуацию. Мы взяли под контроль бизнес и придали рост нашему бизнесу. Почему компания оказалась в кризисе? У каждой компании есть своя стратегия. По части Билайна, если я не ошибаюсь, то они больше акцентировали внимание, фокусировали свое внимание на сервисе, который генерировал очень большой доход. Это входящий международный трафик. От нее компания зарабатывала в пределах где-то от 60 до 80% дохода, выручки составляла именно вот этот источник. И после ухода, соответственно, иссяк трафик, и в одночасье доходы тоже снизились. И это привело компанию в шоковое состояние и кризис. Скажу так, что в момент приема компании, невидимо наши акционеры, они исходили из того, что если мир тебе выдал плохие карты, играй с теми, что есть. И начали уже разрабатывать новую стратегию, внедрять ее. И на практике на сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что да, у нас что-то получается. А что было сделано? В конце 2019 года было принято решение инвестировать в сеть. Уже в 2020 году начали инвестиции в коммутационную часть и в биллинговую часть технической цепочки компании. Помимо развития 5G, которое мы сегодня с вами подробно обсуждали, мы большое внимание уделяем на 4G. Почему на 4G? Потому что сеть четвертого поколения все-таки она востребована. Она в плане экономики более доступна для мобильных операторов. К сожалению, в момент приема компании от Билайн, там всего лишь можно пальцем было пересчитать количество базовых станций. В 2019 году, я сейчас назову цифру, наверное, это кому-то покажется заоблачным, но на 400% увеличили количество базовых станций, сравнивая с 2018 годом. В 2020 году мы по отношению к 2019 году увеличили количество базовых станций на 80%. Мы технологическая компания, вот как бы ты ни крути, каким бы коммерсантом, маркетологом не был, если пока у тебя не будет надежной сети, разветвленной, то в генерации выручки можете столкнуться с какими-то сложностями. По части 4G мы в 2020 году увеличили нашу географию, покрытие. И плюс мы увеличили наши емкости. То, что я сказал, что 80% к 2019 году рост по базовым станциям, это говорит о том, что мы увеличили емкости. Далее, в 2020 году, учитывая тот рост трафика, который мы достигли к концу 2020 года и начале 2021 года, соответственно, на этот год тоже акционеры приняли решение, чтобы инвестировать в нашу сеть. Дополнительно почти на 110% в 2021 году увеличиваем наше количество, пропускную способность наших 4G базовых станций. В начале этого года как раз заметили, что да, у нас сеть в определенные часы суток загружены, соответственно, пошло инвестиция. Помимо 4G мы фокусируем свое внимание и на 3G. На 35% мы увеличили пропускную способность емкости сети 3G, и на 12% мы увеличили географическое покрытие. А теперь, опять же, возвращаясь назад к кризису, почему компания оказалась в кризисной ситуации. Билайн была международной компанией.
Они, первый фактор, который я говорил, что это был трафик, который генерировал определенный доход, но второй фактор – это люди. В компании работало много экспатриатов, очень профессиональные люди, и с уходом бренда, соответственно, они тоже ушли, покинули компанию. Кроме экспатриатов ушли местные специалисты, которые имели очень солидную экспертизу. Они тоже, кто перешел в другую компанию, кто переехал в другую страну, соответственно, вот это стечение вот этих обстоятельств привело к тому, что Z в начале своего развития столкнулся с большими проблемами. Но я сказал, что в определенный момент акционеры решили, что они будут дальше развивать компанию и начали вкладывать в сеть. Акционеры, они из числа представителей бизнеса нашей республики или это кто-то извне? Да, Z-Mobile является национальной компанией, и, соответственно, акционеры являются местными. Если вам более детально хотите мнение акционеров узнать, то у нас есть совет директоров, достаточно компетентные, вы можете к ним обратиться, и они спокойно могут вам в деталях рассказать, что к чему. И инвесторы, я так понимаю, это тоже те же люди, которые являются акционерами. Ориф, смотрите, вы сейчас сказали по поводу того, что когда Билайн уходил отсюда, было небольшое количество базовых станций. То есть 4G базовых станций. 4G базовых станций. Правильно я понимаю, что Билайн просто зарабатывал деньги, ничего не вкладывая? Вы знаете, я далек от того, чтобы дать какие-то критические оценки предыдущему собственнику. Почему? Потому что они исходили они имели, наверное, свою точку зрения и исходили из своей стратегии. Поэтому сейчас как-то заявлять о том, что да, они как-то меньше вкладывали, но вытаскивали какие-то деньги, я не могу такое сказать. Но очевидный факт то, что да, они серьезно развили сеть 2G и достаточно вложились в 3G. Если сегодня мы говорим, что да, мы все-таки выровняли ситуацию, и начали успешно развиваться, то, соответственно, вклад Билайна здесь определенно есть. Когда Билайн ушел, наверняка инвесторы и акционеры понимали, что это достаточно, не убыточный бизнес, а бизнес, в который нужно будет очень сильно вкладываться. Не кажется ли вам, что это просто было какой-то авантюрой забрать у Билайна, перенять компанию и просто начать вкладывать? Ведь не факт, что можно потом будет много заработать, ведь есть еще и другие игроки на рынке. Люди, которые владеют этой компанией, акционеры, они абсолютно трезвые мыслящие люди. Они четко понимают, где, что, как. Они видели, что компания была в очень плачевном состоянии. Но не стоит забывать и об ответственности. Я вам хочу сказать, что буквально примерно где-то сотни тысяч абонентов пользуются этой сетью. Представьте, что кто-то, если ушел, другой, который принял, и в одночасье, если он закроет, скажет, что мы закрываемся, что будет с этими людьми, которые пользуются? И они пользуются годами этой связью. Поэтому не думаю, что кто-то бы подумал, что, взяв этот бизнес, они быстро могут вытащить обратные инвестиции. Я убежден, что такие мысли не были. Но, как я сказал, что люди трезво мыслящие, и, соответственно, они провели какой-то анализ и начали вкладывать в сеть. Ориф, какое место сейчас вы занимаете среди всех игроков на рынке телекоммуникаций? Давайте я вам скажу таким образом. Если мы не первые, то мы точно не последние. Я более философски, наверное, раскрою положение компании Z-Mobile. Как я сказал, что мы обслуживаем несколько сотни тысяч абонентов. Это очень большое количество, это большие цифры. Это раз. В компании работает в порядке больше 300 сотрудников. Они имеют семьи, это тоже большое количество людей, они обеспечивают свои семьи. Более того, у нас есть многочисленные партнеры, которые вокруг экосистемы Z-Mobile ведут свою деятельность. Там уже несколько тысяч людей, которые развивают свой бизнес благодаря Z-Mobile. Соответственно, у этих наших партнеров есть сотрудники, у сотрудников есть семьи, соответственно, они все это благодаря нашему бизнесу развивают свой бизнес. И самое крайнее, которое я хотел бы отметить, и немаловажное, это налоги, которые выплачивает Z-Mobile.
государству. Мы несем ответственность перед государством, а государство перед пенсионерами, перед учителями, перед врачами, перед другими. Вот теперь вопрос вам. Где наше место, какую цифру вы можете сказать? Z-Mobile занимает? Ну, я тогда, наверное, тоже так же, как и вы, философски отвечу. Вы не позади. Ориф, а что еще вы делали, чтобы добиться устойчивости на рынке? Помимо увеличения баз на 400%, на 80% дальше процентов, были еще какие-то ходы, которые бы вас... Совершенно верно. Первый фактор, на который мы обратили внимание, это команда. Мы активно начали набирать людей, которые понимали в этом бизнесе и которые могли что-то изменить ситуацию. Это первое. Второе – это коммерческие аспекты. То, что я перечислил, что такое количество базовых станций мы сделали, это, конечно, да, это было сделано. Второе – это маркетинг, продажи и все, что связано с коммерцией. Мы в 2 раза увеличили нашу сеть, дилерскую сеть. Если вы разработали продукт, тарифный план, соответственно, его надо доставить. А дилеры – это наша кровеносная система, которая доставляет до потребителя, конечного потребителя, то, что мы разработали. Да, количество дилеров было очень меньше, мы их нарастили, но плюс мы для наших дилеров дали определенные условия для того, чтобы они были мотивированы продвигать наши услуги. По части маркетинга, вот тут я могу дать критическую оценку о том, что, возможно, можно было провести ребрендинг более на другом уровне. Почему? Потому что, работая в должности коммерческого директора, начиная с прошлого года, мы сталкивались с проблемой, что Z-Mobile не узнают. Z-Mobile не узнавали. На сегодняшний день, да, можем сказать, что мы немножко продвинули этот бренд, узнаваемость повысили. И это была одной из проблем и задач маркетинга, чтобы ее развивать. Попутно начали предоставлять услуги, новые дополнительные услуги, которые могли быть интересны нашим абонентам. Тарифные планы, которые были разработаны, мы их немножко модернизировали и предоставляли, но в основном, так как мы стартовали с последних позиций, мы были вынуждены применять дисконтные меры для того, чтобы нарастить нашу абонентскую базу. Более того, что в отличие от других игроков на рынке, мы оказались на той точке, с которой мы должны были догонять остальных. Точка невозврата. Ну, можно сказать, что точка невозврата, мы можем так сказать. Мы начали предоставлять, помимо тарифных планов, я приведу пример, что трансфер, услуга трансфер. Ты можешь перевести гигабайты своим знакомым, родственникам и кому это нужно. Второе, очень интересно, гигабайты не сгорают. Сейчас много вы видите, что переводят. Мы это еще в начале 2020 года реализовали, но как-то пассивно ее продвигали. Но сервис достаточно интересен, востребован. Почему? Потому что все-таки в сложные времена, в пандемии, люди, когда не смогли выезжать на заработки за пределы страны, соответственно, бюджет семьи был ограничен. И тут каждый, скажем, мегабайт был нужен человеку, соответственно, когда он в концу месяца не использовал мегабайты, а мы переводили на другой месяц. И очень такой интересный сервис мы запустили, это обмен. Обмен что означает? Если у вас много смс или много минут, а вам нужны гигабайты, интернет, то вы спокойно можете их перевести и пользоваться интернетом. Далее, для того, чтобы разнообразить, мы запустили услугу ZTV. На вашем телефоне вы спокойно можете посмотреть фильмы онлайн или в записи. Без потери трафика. Без потери трафика, абсолютно верно. И запустили музыку. Z-Music тоже без потери трафика. Пожалуйста, смотрите и используйте. Но самое важное, которое мы на самом деле отставали, это так как большое количество населения выезжали и сейчас выезжают за пределы страны, они звонили из-за границы через классические каналы связи, что было для них дорого. Мы запустили, все-таки реанимировали приложение «Салон», и сейчас спокойно наши абоненты могут производить звонки из-за границы по цене внутри страны.
Это достаточно интересный сервис. Почему я перечислил все вот этот сервис, который мы предоставляем нашим абонентам? Мы сокращали разрыв по сервисам, которые с нашими конкурентами. Они достаточно продвинулись вперед, соответственно, мы должны были сократить. На сегодняшний день, да, можно сказать, что факт то, что мы продвинулись, есть еще кое-что, которое нужно доделывать, это вопрос времени. Ариф, вы сейчас сказали про одну очень интересную услугу, как перевод гигабайтов, вернее, оставшиеся гигабайты у вас не сгорают, они переносятся на следующий месяц. Насколько я знаю, вы в Таджикистане эту услугу запустили первыми. На перевод, да. Перевод. Верно. Несколько месяцев назад один ваш конкурент сделали то же самое. Но они об этом говорят всегда и везде. Почему вы отмалчивались, когда вы запустили, скажем так, очень важную и нужную услугу? Да. Смотрите, в момент, когда мы запустили этот сервис, это был 2020 год, где-то март месяц, буквально перед пандемией. Мы планировали провести какие-то определенные мероприятия для того, чтобы продвинуть этот сервис, но, к сожалению, из-за ограничений мы это не смогли сделать. Но потом оставили на потом, потому что были другие приоритеты. Одним словом, это чисто ошибка менеджмента, я признаю, что мы не занялись этим вопросом, даже после пандемии не стали ее продвигать. Но по внутренним каналам, мы всегда транслируем нашим абонентам, что вы спокойно можете пользоваться, если вы имеете в виду, скорее всего, вы имеете в виду, что почему нет рекламы на улице, большие билборды, которые об этом будут говорить. Вопрос денег. Да, я имею в виду, что есть огромное количество каналов коммуникации. Да. Это те же самые соцсети. Соцсети, да, мы в соцсетях это рекламировали. И сейчас я скажу, что очень большое количество абонентов ею пользуются. А есть еще какие-то услуги, в которых вы были лидерами, скажем так, вы были первыми, но, опять же, из-за каких-то факторов, которые зависели не от вас, мы, абоненты, мы, люди, обычно узнали об этом гораздо позже? Сервис, который я сегодня буквально сейчас упомянул, это обмен трафиком. Мы, учитывая наш опыт, недоработку с предыдущим сервисом, мегабайты не сгорают, мы, когда начали реализовывать сервис обмен трафиком, активно начали продвигать. Вы можете посмотреть и в соцсетях, он очень активно продвигалось, на цифровых платформах мы это делали и развешивали даже рекламу по определенных местах для того, чтобы его продвинуть. Но смотрите, Ваха, я так понимаю, что вы сравните нас с каким-то другим игроком на рынке. Я не то что сравниваю, я просто привожу в пример, что есть да. и такой сервис, и не такой надо сервис. забывать, что у кого возможности у других игроков немножко другие, нежели чем наши. Мы сейчас очень много вкладываем в сеть, наши технические компоненты. Соответственно, мы сейчас эти средства, которые у нас, скажем так, в небольшом объеме, мы стараемся использовать более эффективно и грамотно. Да, абсолютно я соглашусь с вами, что маркетинг тоже нужен. К нашему счастью, у нас есть достаточно солидная, лояльная абонентская база, которую они буквально впитывают то, что мы предлагаем, они быстро впитывают. Если вопрос об экспансии, об увеличении абонентской базы, да, конечно, нам надо применять агрессивный маркетинговый подход. А вот, кстати, по поводу притока новых абонентов, если сравнить, скажем, Z-Mobile 2 года назад, когда вы только стали Z-Mobile, и сейчас, насколько в процентном соотношении поменялся приток абонентов? Давайте я вам немножко раскрою детали. С 2017 года по 2020 год компания потеряла позиции. Доля рынка в 2017 году была 18%, а в конце 2019 года это оказалось на уровне 9%. Очень большая потеря была по части доли рынка. Туда входят и компоненты активной абонентской базы, и по выручке. Но начиная с середины 2020 года ситуация изменилась. Мы немножко сейчас нарастили, мы нашу долю увеличили. Абонентская база не только восстановилась, активная абонентская база, она увеличилась в порядке 11%.
Мы снизили отток на 22%. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди меньше стали уходить. Перестали уходить, Да. да. И более того, есть один хороший такой технический показатель, которым коммерсанты тоже часто пользуются, это уровень недозвона. Если раньше она составляла 2,5%, то сейчас она снизилась до 1,5%. Это такой нормальный показатель. Ориф, многие ваши конкуренты, другие игроки на рынке, они очень часто хвастаются тем, что у них абонентская база очень большая. Одни говорят, у нас там 6 миллионов абонентов, другие говорят, там у нас 8 миллионов абонентов. Даже если просто математически сложить, у нас нет населения столько в стране. Даже предположим, что у каждого по 2 или по 3 сим-карты. Но это получается уже не настолько активные абоненты. Вы можете назвать цифру, сколько абонентов сейчас в компании Z-Mobile? Живых абонентов. Дай бог им здоровья, что они называют цифры 6-7 миллионов. Дай бог, чтобы у них такое количество абонентов было. Это конфиденциально, конечно, то, что вы сейчас уточняете, у кого какое количество абонентов. Но я вам скажу, что да, около миллиона абонентов у нас есть. Это активные пользователи? У нас есть около миллиона абонентов, Понятно. которые у нас находятся в HLR. Хорошо. Чуть ранее вы говорили по поводу кадров, что вы собрали суперкоманду, которая продвигает компанию вперед, и вы сейчас выходите на совершенно новый уровень. Но в свое время, когда ушел Билайн и Z-Mobile становился Z-Mobile, был ребрендинг, огромное количество экспертов ушли в другие конкурирующие компании. Сильно ли это сказалось на работе компании? То есть, это же люди-эксперты, которые проработали много лет, которые знают изнутри эту кашу. Насколько сильно это сказалось на работе компании? Телеком все-таки такой отрасль, что техника, да, имеет какое-то ключевое значение, но эту технику настраивают и налаживают люди. Соответственно, ответ на ваш вопрос, почему люди, почему мы акцентируем на людях. Вы сказали, что мы сформировали суперкоманду, но дай бог, чтобы дожить до того дня, когда у нас будет суперкоманда. Ну да, когда мы начали продвигать бренд Z, очень хорошие специалисты ушли. Ушли по тем причинам, которые я вам сказал. Кому-то это стало неинтересно, кто-то перешел, просто переманили конкурирующие компании, кто-то просто решил уехать в другую страну. Мы столкнулись с большой проблемой с кадрами. Начали набирать, начали искать. Люди, которые разбираются в этом бизнесе, их не так уж много. Но мы начали делать ставку на молодежь. Все-таки менеджмент, существующий менеджмент, который имеет определенный возраст, эти люди, которые мыслят, скажем так, какими определенными категориями. А тот молодежь, который сейчас у нас есть в Таджикистане, они более мыслят прогрессивно и смотрят на бизнес чуть по-другому. Почему я говорю, что молодежь? Потому что все-таки экосистема, телеком, она сильно разрастается. Там есть сейчас финтех туда заходит, там и медицина, все удаленно, все то, что можно сделать. Телеком становится, соединяет эти бизнес-элементы. А вот тут креативное мышление молодежи, которые буквально выросли на всем этом, они быстрее могут предположить, куда идти, что делать. И, соответственно, мы начали больше акцентировать на молодежь. И я вам скажу, что да, эти ребята сейчас многое делают. Наш успех зависит как раз от них. У нас есть очень сильная команда разработчиков. Там прям уникальные специалисты, которые буквально, ты говоришь, озвучиваешь им идею, и они сразу берутся, реализуют. У нас в маркетинге есть молодые специалисты, которые буквально каждый день что-то новое придумывают. Динамика в нашем бизнесе очень важна. У нас в продажах есть ребята, которые буквально каждый день мониторят, где что как происходит. То же самое происходит в других частях, в других департаментах компании, в технической службе. Представьте себе, что сеть Z-Mobile распространилась по всей республике, и ее поддерживать надо всегда быть в тонусе. И нужно много энергии для того, чтобы все это поддерживать. И мы ставку сделали на молодежь. То есть это теперь у вас принципиальная позиция, молодежь? Не хочу, чтобы это выглядело как дискриминирующе, но больше все-таки ставку мы делаем
на молодежь. Вы сейчас про финтех упомянули. Есть ли у вас в планах разработать, может быть, какой-то свой мобильный кошелек, какой-то, потому что, насколько я знаю, ваши конкуренты, они очень активно этим пользуются, придумывают всевозможные приложения, финтех-приложения. Вы не планируете что-нибудь подобное? Немножко запаздываем. Да, абсолютно, вы абсолютно правы. Наш конкурент уже запустили давно. Я скажу, что это что-то не столь такое новое изобретение. Но в процессе мы буквально на днях, в ближайшие дни это запустим. Просто мы ее тестируем. Все-таки электронный кошелек – это деньги наших абонентов. Моменты чувствительны, поэтому мы взяли достаточно время для того, чтобы это протестировать. Но и самое важное – это делается in-house. Внутри нашими специалистами, вот теми ребятами, которые я сказал, что есть уникальные специалисты, это мы сами своими силами делаем. Возможно, это чуть-чуть и растягивается. Если заказать у стороннего разработчика, можно было бы выйти на рынок гораздо быстрее, но решение было принято, чтобы мы своими силами это будем делать, и мы ее реализуем. В ближайшее время он выйдет на рынок. Ну, как показывает практика, наши люди очень скептически относятся к тому, что сделано, скажем так, отечественным производителем. Зря. Я считаю, что я убежден, что есть наши специалисты, они будут стоить очень дорого. Нет, я-то с вами согласен, просто почему-то вот такое вот мнение, к сожалению, у нас сложилось. Но вы знаете, тут вопрос сертификации. Я соглашусь с тем, что компетентные органы должны это все сертифицировать. Если ты пока не апробируешь, то выводить на рынок это будет чуть рискованно. Исходя из этих соображений, конечно, мы сейчас все это тщательно взвешиваем, рассматриваем, изучаем и потом уже предложим. Какие-то новые тарифные планы, может быть, какие-то плюшечки для абонентов разрабатываются? Или есть ли, что вы в скором будущем планируете запустить? Смотрите, помимо мобильного кошелька. В этом тоже нет никакого новшества по разработке тарифных планов, но смотрите, что оказалось в нашей ситуации. Опять же, на рынке были много услуг с обновлением трафика. Там определенные, допустим, ресурсы, YouTube, Facebook или другие, Telegram или Instagram, вы, приобретая пакет, вы не платили за трафик. Но, к сожалению, у нас технически таких возможностей не было. И в 2020 году мы закупили оборудование, которое дало бы возможность обнулять трафик. Коммерческий запуск у нас буквально был произведен в марте месяце. Мы первые 2 тарифа, которые с обнулением трафика запустили и потихоньку начали наращивать. Почему я акцентирую на обнулении трафика? Потому что этот сервис достаточно востребован, и это дало конкурентное преимущество нашим игрокам на рынке. Мы тоже вот этот разрыв сократили. Мы дали несколько пакетов с такой возможностью, чтобы трафик не сжирался. В ближайшее время будем запускать новую линейку, абсолютно другую линейку, которая будет очень интересна для наших абонентов, потому что она будет совмещать в себе много компонентов. Я сейчас все детали не могу раскрыть, но достаточно будет интересно. По поводу плюшек, которые вы сказали, они уже есть. Время от времени мы даем, бесплатно объявляем день бесплатного сервиса. Допустим, на 9 мы полностью обнулили, бесплатно дали доступ к ZTV, Z-Music, еще другие, где-то в порядке десятка сервисов мы просто бесплатно предоставили. И время от времени мы даем подарки при пополнении каких-то этих, по пополнении баланса мы даем мегабайты делим, подарки даем, минуты предоставляем. Вот этот плюс, который стимулирует для того, чтобы выразить нашу признательность нашим абонентам. По поводу тарифных планов. Многие игроки на рынке, они практикуют такую вещь. Выпускают новую линейку тарифных планов, и через какое-то время все абоненты автоматически лишаются предыдущих тарифных планов, которых подключались изначально, и становятся уже пользователями новых тарифов, грубо говоря. У вас вот эта принудиловка, она тоже есть? Я понимаю, вы о чем говорите. Видимо, это вы как абонент почувствовали на себе.
эту боль. Я считаю, что это личное мое мнение, нельзя принуждать абонента принудительно переводить на какой-то тарифный план. Можно это делать другими способами. И это можно делать безболезненно и плавно в течение определенного времени. Почему? Потому что вот пока абонент не прочувствует что-то его, он все равно произойдет отторжение. Как бы ты его ни осаждал, все равно произойдет отторжение. Поэтому я не сторонник каких-то революционных сдвигов в сторону миграции абонента с одного тарифного плана на другой. Но кто-то это сделал. Я не говорю, что это ошибка. Давайте не будем говорить, что это ошибка. Но многие были недовольны. Ну, понимаете, не могут быть все довольны. Вы исходите из этого. Оператор должен все-таки монетизировать свои услуги. Это не спекуляция, это просто монетизация в каком плане? В том плане, что чтобы содержать эту сеть сотрудников и все то, что мы сейчас тем, чем владеем и управляем, нужны деньги. Соответственно, производятся какие-то расчеты. И то, что было сделано, допустим, в этом году или в прошлом году, кажется, какие-то вот такие механические действия провели какие-то игроки, и пошел какой-то негатив. Ну да, это, к сожалению, жизнь такова, что иногда надо быть немножко плохим. Я так понимаю, что сейчас относительно, правда, с инвестициями у вас вроде более или менее нормализовалась ситуация. Вы идете в правильном направлении. Как вы думаете, сколько вам нужно времени для того, чтобы выйти на прежний уровень? То есть, скажем, 5-летней давности? Если меня сейчас слышат люди, которые выделяли деньги, они скажут, а с чего так решили, что вот с инвестициями все хорошо? Да, мы занимаем деньги, нам выделяют деньги под наши будущие успехи, скажем так. Видят, что тренд положительный, динамика положительная, и буквально через 2-3 года максимум компания уже станет достаточно стабильной. Я бы еще хотел вот насчет этого спросить. Дома, которые строятся, насколько сильно они перебивают сеть? Да, это еще другая головная боль. В нашей сети город Душанбе, большинство наших базовых станций были соединены между собой через радиорелейное оборудование. Так как вот эти здания вымахались, соответственно, произошла потеря соединения между базовыми станциями. Опять это потребовалось дополнительные инвестиции, чтобы проложить оптиковолоконную сеть. К сожалению, что у Z-Mobile не было достаточно оптиковолоконной сети. Компания Билайн в основном пользовалась арендой, но мы все-таки взяли обязательство, что мы будем развивать и помимо радиосети, мы будем развивать оптиковолоконную сеть. Для чего это делается? Почему? Потому что вы упомянули дома, а там уже есть интернет, там есть IP-телевидение, это уже не сказка, это реальность. Соответственно, мы уже будем смотреть на развитие каких-то дополнительных, чтобы получить дополнительные источники для генерации выручки, мы уже будем смотреть в эти дома, чтобы предоставлять им интернет или IP-телевидение. А интернет и IP-телевидение на сегодняшний день радиорелейками абсолютно сложно предоставить, только оптиковолоконное решение. То есть оптоволокно, это же технологически гораздо лучше. Она стабильная. Она пропускает большой объем данных без задержки. То есть вот в этом случае можно сказать, что нет худа без добра? Скажем так, да. Какой-то момент побуждает действовать, мыслить по-другому и как-то активирует другие действия. Помимо телекоммуникаций, Z-Mobile занимается совершенно другими проектами. Можете рассказать подробнее о них? Как бы вы ни пытались определить место Z-Mobile номер 1, 2, 3, 4 или 5, 6, 7, 8, мы крупные налогоплательщики. Соответственно, мы несем обязательства и перед обществом. Приведу пару примеров. В прошлом году, в 2020 году, и в этом году мы полностью стали спонсорами футбольной компании «Фуджан». Мы их спонсируем, они играют в футбол, люди радуются. Помимо всего этого, мы уже несколько лет подряд спонсируем сиротский дом в Мургабе, если не ошибаюсь. В этом году мы так символически хотели отпраздновать двухлетие компании. Если в июне 2019 года Z появился на рынке, то июнь 2021 года, вот 2 года,
вместо того, чтобы потратить на какие-то концерты или что-то, какие-то развлечения, мы на эти деньги просто отремонтировали учебный класс в районе Багдада. Более того, в этом году мы профинансировали музыкально-танцевальное мероприятие, которое имел масштаб, масштабировалось по СНГ и страны Прибалтики. Мы были генеральными спонсорами. И таких примеров очень много. И с ростом и стабилизацией нашего бизнеса мы будем больше обращать внимание на социальную корпоративную ответственность. Что это такое? Мы должны делиться. Это просто. Мы Получаешь, должны что поддерживать, да. Бизнес зарабатывает, и бизнес должен делиться. Предоставляются ли какие-то бонусы вашим сотрудникам? Может быть, это социальный пакет какой-то, либо поездка в какой-нибудь санаторий республики, какие-то вот бонусы для непосредственно сотрудников Z-Mobile? Это в полной мере она пока не реализована, но в этом году очень активно совет директоров прям взялись за это дело, да, чтобы фокус на это дело очень сильно повысился. И мы, конечно, страхуем наших сотрудников, это по умолчанию. Бонус тоже сейчас, учитывая то, что 19-20 год немножко был для нас в финансовом плане сложный, но сейчас мы пошли на поправление. Соответственно, эти моменты тоже уже рассматриваются. Если сравнивать с кем-то, что вот там дают столько, а здесь сколько дают, давайте мы этого делать не будем. Но наш HR плотно этим работает вместе с финансистами, с генеральным директором над тем, чтобы рассмотреть комплекс мер для того, чтобы стимулировать наших сотрудников. Почему это мы будем делать? Для того, чтобы повысить мотивацию. Ну, в любом случае, если ты сам себе не поможешь с мотивацией, бонус или какие-то другие факторы не повлияют, пока сам человек сам не возьмется за дело. Но со стороны компании, конечно, мы это будем делать. Какими тремя основными принципами должен обладать человек, который работает в Z-Mobile? Мое личное убеждение, что бояться не надо. У страха глаза велики. Я по своему опыту говорю, что когда я сюда пришел, да, когда начал смотреть цифры, было немножко страшно. Бояться не надо. Нужно браться за дело. Что хорошо в Z-Mobile, любая инициатива поддерживается, любой ваш голос будет услышан. Второе – это открытость. И третье – все-таки настойчивость должен быть. Почему? Потому что компания, которая находится в кризисной ситуации, а Z пока преодолевает кризис, вот тут настойчивость сотрудника, он как раз играет хорошую такую положительную роль. Спасибо. Спасибо вам большое.